За поддержкой к президенту в Северной Осетии собирают подписи, чтобы осетинский язык изучали в школах в обязательном порядке. По новому правилу изучение национальных языков не владеющими группами в субъектах переводят на безоценочную систему. Профессорско-преподавательский состав кафедры ЮНЕСКО в Северо-Осетинском пединституте категорически против. Там считают, что языком хотя бы на простейшем уровне должны владеть все жители республики. И факультативное изучение укреплению знаний не поспособствует. С подробностями Генрета Албегова. Поддержать осетинский язык семья Цалаговых пришла практически в полном составе. Поставить свою подпись на бланке, от которого, по их мнению, зависит судьба родного языка, приехали даже родственники из Санкт-Петербурга. Цалаговы уверены, знать осетинский и изучать его можно в любом возрасте, а разговаривать на нем обязаны все жители Северной Осетии. Как все, наверное, здравомыслящие жители нашей республики, мы за то, чтобы все знали свой родной язык, чтобы говорили на своем родном языке. И больше того, наверное, и другие национальности, живущие в нашей республике, должны знать свой язык республики, где живут. На кафедре ЮНЕСКО Северо-Осетинского педагогического института тоже за то, чтобы каждый житель республики говорил на осетинском и настроены решительно. Сейчас там собирают подписи для обращения к президенту страны. По словам представителей профессорского состава, регионы получили новый проект учебного плана, в котором изучение государственного языка является факультативом. Это не просто неприемлемо, уверен профессор Тамерлан Камболов. Такой статус противоречит Конституции Российской Федерации, где прописано, что изучение государственного языка должно быть обязательным. Осетинский язык не может быть сохранен в недрах только осетинского народа. Осетинский народ не живет изолированно где-нибудь в ущелье каком-нибудь нашей республики. Осетинский народ живет рядом и вместе с представителями других народов республики. Соответственно, обеспечить гарантии развития и сохранения осетинского языка мы можем только в том случае, если осетинский язык будет функционировать не только в быту, не только в семье, но и в большинстве сфер жизнедеятельности нашего общества. Но еще раз повторю, в таком многонациональном, многоязычном социуме, как северо-осетинское общество, осетины не могут использовать свой родной язык без того, чтобы не получать поддержку в его использовании со стороны представителей других народов, которые должны хотя бы дать себе труд понимать осетинский язык. По мнению Тамерлана Камболова, освободить от изучения осетинского можно только тех, кто временно проживает на территории республики. Это касается прикомандированных военных и работников силовых структур. Остальные, считает профессор, учить обязаны. Но хотят ли сами жители республики? Мнения, как водится, разделились. Это очень правильно, это давно надо было об этом подумать, чтобы наш язык сохранился до конца, чтобы наши дети все владели своим родным языком. Мне кажется, это все-таки вопрос индивидуальный, и если ребенок хочет знать свой родной язык, тогда наш город должен сделать все для того, чтобы он его знал. А вот обязательное изучение вот даже для других национальностей осетинского языка, как вы считаете? Ну, обязательно, не знаю, я думаю, нет, я думаю, это все-таки индивидуальный вопрос. Надеюсь, меня не съедят за такое мнение. Я и своим детям говорю, внукам говорю, стараюсь с ними на осетинском разговаривать, чтобы они не забывали свой язык и знали, и грамотными были читать, писать. Я не говорю, что они там все должны знать, да? Ну, грамота должна быть. А вот люди других национальностей? Ну, просто они хотя бы вот как разговорную речь что-то должны знать. Ну, хотя бы стараться идти к этому. У меня племянница в Кабарде, она кабардинский изучала. Астинка, она с удовольствием изучала кабардинский язык и разговаривала. Это, конечно, правильно. Так надо. Тем более в наше время уже сами осетины стали забывать свой осетинский язык, говоря только на русском. И подрастающее поколение точно так же, даже в школах стали забывать, что надо знать осетинский язык, разговаривать на осетинском языке. Тем временем бланки для сбора подписей уже направили в образовательные учреждения Владикавказа и районов республики. За неделю удалось собрать уже несколько тысяч подписей, но на кафедре ЮНЕСКО Северо-Осетинского пединститута
института рассчитывают набрать не меньше 100 тысяч. Тогда документ попадет на рассмотрение непосредственно к президенту страны. Генрета Албегова, Александр Каджаев. Новости Осетии.